Сегодня мы с вами поговорим о переводах на русский язык сонетов коми-поэта Альберта Егоровича Ванеева. Называется наша лекция «В эстетическом смысле у нас единая группа крови. Заметки о переводах сонетов Альберта Егоровича Ванеева на русский язык». Но хочу вам сказать, что весь материал новый, исследование новое, и оно еще, скажем так, не так хорошо засело в моей памяти, поэтому я частенько буду заглядывать в свои записи. Нам предстоит очень такой внимательная работа с вами, потому что это будет работа со словом. Конкретное сопоставление выражений, образов. Вначале я немножко расскажу, что такое сонет. Далее ознакомлю вас с той литературой, где хотя бы немного освещена проблема переводов сонета Ванеева на русский язык. И далее мы приступим непосредственно к нашему анализу. В истории литературы финно-угорских народов России 1970-80-е годы увенчались созданием самой требовательной из стихотворных форм – сонетом. И это явление считается заметным достижением в истории литературы марийской, удмуртской, мордовской и коми. Являясь строгой формой 14-стишия, сонет обычно состоит из 2 катренов четверостиший и 2 терцетов трехстиший. Значима внутренняя композиция сонета. Каждая его строфа – это законченное целое. Развитию лирического сюжета присущ драматизм, достигаемый противопоставлением тезиса и антитезиса, завершающийся синтезом и выводом в сонетном ключе последней части сонета. Финишем, трехстишием или двухстишием. В сонете нежелательны повторы слов или выражений, но за многие века существования сонет приобрел свои варианты, разновидности, трансформации. И все-таки ему присущи эмоциональность, элегичность, интеллектуальность, внимание к деталям и философские размышления, обобщения, богатство средств выразительности и в то же время лаконичность. По мнению исследователей, коми-поэта Альберта Ванеева привело к сонету стремление к более глубокому исследованию духовного мира личности. Итогом таких масштабных поисков, потребовавших усилий и вдохновения в разных областях поэтической, научной, образовательной, явилось издание книги Войвывса сонетиас. Северные сонеты, 1988 год. Книга состоит из разделов и циклов, объединенных тематически. Первый раздел посвящен образу Севера, Пармы, образу предков. Во втором разделе в центре образ человека, размышления о его сущности. Далее третий раздел посвящен любовной лирике, в которой во многих нюансах и деталях раскрывается и образ прекрасной возлюбленной, и метущейся, переживающей любовь в разных ипостасях, лирический герой. Четвертый раздел состоит из 2 циклов сонетов и венка сонетов. Циклы посвящены размышлениям о судьбе основоположника коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова и жизни человека в круговороте природы.
А венок сонетов раскрывает взгляд автора на драматические социально-исторические события, постигшие нашу Родину сквозь призму своей малой Родины. При этом гамма чувств и вектор размышлений направлены на желание лирического героя продолжения жизни коми-деревни, коми-человека и народа в целом. 5-й раздел этой книги включает переводы образцов сонетов мировой литературы на коми-язык. В дальнейшем увидела свет книга переводов сонетов Альберта Ванеева на русском языке «Северные сонеты», 2001 год, в которой отсутствует лишь 5-й раздел оригинала. Как же тема переводов сонетов Ванеева освещена в работе исследователей? Краткий обзор, но достаточный для общего представления сонетов поэта на коми-языке, приводится в трудах Владимира Николаевича Демина. Вот одна из этих книг. В пособии для учителей словесности и студентов «Я родился под северной звездой» Елизаветы Федоровны Гановой раскрывается многообразие поэтического наследия Альберта Ванеева, стилевого и языкового богатства коми-поэта. Автор исследования опирается на переводы стихотворений Ванеева на русский язык, в том числе несколько затрагиваются вопросы перевода отдельных его стихотворений. О переводах сонетов на русский язык имеются упоминания в работе Сметанина Александра Францевича и Ванеевой Ирины Михайловны. Вот эта книга. Также опубликованы воспоминания Андрея Петровича Расторгуева о процессе работы над переводами. Это может быть несколько источников, и один из источников – это наш новый альманах «Пыжапосская переправа». Здесь есть эссе, называется «Перевод на русский язык должен восприниматься как русское произведение». Это вот концептуальное положение Андрея Петровича, оно нам сегодня будет важным. Вот. Дальше. В статье «Творческие контакты ученого и поэта Альберта Егоровича Ванеева», Егоровой Светланы Львовны и Поповой Кристины Александровны приведены некоторые интересные факты из эпистолярного наследия о сотрудничестве с переводчиками. Эта статья опубликована в Вестнике удмуртской филологии, 2019 год. В одной из наших статей представлены наблюдения над особенностями передачи звуковой образности 2 сонетов Альберта Ванеева о любви. В этой книге, выпуск 2005 год, «Красильников и тенденции развития прозаических жанров в национальных литературах Урала, Поволжья». Книга вышла в Удмуртии. Как мы видим, исследование переводов произведений коми-поэта на русский язык находится в самом начале пути, как и раскрытие особенностей его поэтики в целом. Многие произведения Альберта Егоровича Ванеева переведены на языки народов России, удмуртский, карельский и так далее, а также на некоторые языки зарубежья. Подавляющее большинство лирических произведений Ванеева переведено на русский язык. В своем выступлении я бы хотела поделиться некоторыми наблюдениями над переводом сонетов на русский язык, и в связи с этим изложу несколько предварительных пояснений. Первое. Свод всех сонетов довольно большой. Поэтому на сегодняшний день мы не ставим цели сделать полный анализ всех произведений, пока это сделать невозможно.
И в рамках одной лекции этого сделать также невозможно. Свои наблюдения и суждения будем приводить по рассмотрению первых 3 разделов книги «Северные сонеты», не затрагивая циклов и венка сонетов, поскольку это отдельные целостные формы. Второе. Мы будем говорить о хороших, по нашему мнению, переводах, об удачах. Так уж получается, что, читая переводы на русский язык произведений коми-авторов, зачастую в первую очередь обращается внимание на несоответствия, потери, изменения в образном строе, стиле первоисточника, на неузнаваемость оригинала в переводе. И возникает недовольство, разочарование, так как ожидается почти невозможное. Нам нужно понимать, что перевод – это всегда индивидуальная интерпретация исходного текста и создание нового, своего произведения. Да, есть потери и в переводах сонетов Альберта Ванеева на русский язык. Некоторые сонеты трансформированы до неузнаваемости, некоторые еще и не переведены. Но имеются хорошие, верные, художественно эквивалентные переводы, читая которые испытываешь радость от переклички с оригиналом. Это могут быть как отдельные чувства, образы, фразы, строки, рифмы, так и образность в целом, способ рифмовки в целом, звукопись. Предлагаю обратить внимание прежде всего на такие примеры. Переводы рассмотренных нами сонетов выполнены замечательными переводчиками Ларисой Антоновной Никольской и Андреем Петровичем Расторгуевым. Оба они лично знали Альберта Ванеева и занимались переводами его стихов. Немного о переводчиках. Весной 1991 года, отдыхая в Доме творчества писателей в Коктебеле, в Крыму, Альберт Егорович познакомился с Ларисой Антоновной Никольской. Она родилась в 1935 году, и ее не стало в 1992. Известной ленинградской поэтессой, членом Союза писателей России, членом Союза писателей СССР. Стихи Ларисы Никольской публиковались в ленинградских и центральных газетах, журналах, альманахах. При жизни у нее вышли 3 поэтических сборника. Лариса Антоновна Никольская активно занималась переводами стихов поэтов народов СССР. В одном из источников пишется: стихи Ванеева ей понравились, видимо, своей лиричностью, душевной деликатностью, красотой описания строгой и величественной северной природы. В статье об эпистолярном наследии Ванеева Светланы Львовны Егоровой пишется: сам он мечтал издать всю книгу «Северные сонеты» на русском языке именно в переводе Ларисы Никольской. И когда ее не стало, горько сожалел по поводу ее ухода из жизни. Приводятся слова самого Ванеева. Они таковы: «Я понимаю толк в переводах», писал он в сентябре 1994 года. «И могу уверенно сказать, что такого переводчика сонетов очень трудно, а может быть даже невозможно найти. Это дело слишком специфическое, и талант нужен особый». Этим талантом в полной мере владела Лариса Антоновна. Андрей Петрович Расторгуев. Российский поэт, переводчик, журналист, критик, общественный деятель, член Союза писателей России, автор нескольких книг, кандидат исторических наук. Живет в Екатеринбурге, переводит на русский язык стихи финно-угорских поэтов и не только. В свою очередь, стихи Андрея Петровича Расторгуева переводились и переводятся на коми, венгерский, финский, башкирский языки и, возможно, на другие языки. Ранее жил и работал в Республике Коми.
Андрей Петрович так вспоминает о начале сотрудничества с Альбертом Егоровичем Ванеевым. Уже в 90-е в Сыктывкаре и приступил к тем нескольким сонетам, которые получил на пробу от Альберта Ванеева. Те первые подстрочники стали творческим вызовом, и следующие тоже, но по-другому. Вроде бы впрягся в проект, надо его довести до конца. Так и увяз лет на 15. Он ушел, а проект продолжается. Во-первых, пачку подстрочников из ГЭС. ГЭС – это сборник Альберта Ванеева «Волны». Он мне передать успел. Во-вторых, было понятно, что завершать больше некому. А кроме того, желательно пересмотреть все прежние переводы, сделанные ранее коллегами, отобрать неудачные и переложить заново. Это была цитата вот из его эссе в нашем альманахе. Сам Альберт Егорович Ванеев отзывался о своем более молодом собрате по перу так: «Нас сближает и роднит то, что в эстетическом смысле у нас единая группа крови». Об этом написано в этой книге. И вот эту цитату я вывела в название нашего выступления, нашей лекции, поскольку оно подходит и к переводам Расторгуева, по мнению самого Альберта Ванеева, и к переводам Никольской. Итак, обратим наше внимание на первое произведение, которым открывается сборник сонетов Ванеева и сборник переводных сонетов. Вот вы видите на экране этот текст, конечно, далековато для вас. Здесь я отмечу, что некоторые слова у меня ключевые, получается, подчеркнуты. Соответствия, коми и русские, выделены разными цветами: красным, зеленым, синим. Прочтем сонеты. Пышкы бурытпа лым-вылынос чужлы. Озершив ловья джориджан евыв. И тыв щалыбач щивны оспа кужлы. И лыв кедлыны, озлыв кедлывлы гоща щиланкыв. Но шонты влысны таю ыркыд муса, пыщылым яса пиян унанем. И ловжилыс кураталнымлан муза. И комиюн поэзияс эм. Ме ылыш воджыш, мичамойд огвитчиш. Те олам, ызян шылым сымын вичмат. Да мыкымын дащам, да лунвой щет. Мед парма эрдын асног верми щивны. Мед войвыв кырын, ывты смыла кывбур. Да парма горын шиалыс сонет. В переводе Ларисы Антоновны Никольской это произведение звучит так. Мне говорят, что не звучат в снегах стихи, во льду ромашка не таится, что не зальются летней трелью птицы там, где пурга взметает белый прах. Но край мой в долгих зимах не зачах, теплом сердец исконно он хранится. Куратовской поэзии зорницы над тундрой разгораются в веках. Пускай сокрыт от глаз грядущий путь, ты, жизнь, прошу, со мной подольше будь, чтоб кровь моя тобой была согрета, чтоб снежный север в песне жил моей, чтоб гул тайги, распев ее ветвей, строкой сплетался в таинство сонета. Перед нами разворачивается сюжет о рождении коми сонета. В первом Катрене
Описывается суровость северной природы, борьба холода и тепла, которая маркируется контрастными образами. Пыщ горячий, лым, снег, тövща зимний и гоща летний. Во втором Катрене образу холодного края противопоставляется образ людей с горячими сердцами, среди которых появляется первый коми-поэт Куратов и рождается поэзия икомиин, поэзия с М. В первом терцете лирический герой обращается к жизни с просьбой дать горячее сердце и хоть какое-либо время для творчества. Во втором терцете, вот в последней части стихотворения сонета, в сонетном ключе раскрывается цель лирического героя, поэта – петь о родном крае по-своему, создавать сонеты с нежной мелодией тайги. Асног верми щивны, пармагорен шиалис сонет. Развитие лирического сюжета в оригинале и переводе совпадают. Ритмический рисунок очень близок. Переводчиком умело воссоздан на русском языке образный мир оригинала. Снег, цветок, птица, песня, край, сердце Куратов, путь, звуки Пармы, тайги, сонет. При этом найдены удивительно точные поэтические эквиваленты. Например, «Оз лывкедлывлы» на русском не зальются трелью. Илыщ водющ, грядущий путь. Мыка мын дощам да луновой щет. Со мной подольше будь. Переводчик в некоторых местах усложнила поэтическую образность оригинала, сделав ее более возвышенно торжественной и, можно сказать, даже, может быть, и витиеватой. Например, куратовской, вот эта строчка, куратовской поэзии зорницы над тундрой разгораются в веках. И еще распев ее ветвей строкой сплетался в таинство сонета. Это вот последние строчки в сонетном ключе. Сделано это достаточно деликатно, со вкусом. По стилистике не противоречит Ванеевскому стиху. Хотя и в данном произведении это является дополнением или добавлением. Как отмечал Владимир Николаевич Демин, Альберт Ванеев принес коми поэзию ностальгию по возвышенному, осветив ее многоцветностью коми слова. Ну и здесь можно сказать, что в русском варианте эта многоцветность как бы во всей своей красе перед нами. Обратимся еще к одному из удивительных творений Альберта Ванеева – сонету «Поэзия джикнутки в кодже Ань». Ее прекрасному переводу «Поэзия загадочна, как женщина», выполненному Андреем Петровичем Расторгуевым. Послушаем. Поэзия джикнутки в кодже Ань. Оз лысам кураг бордьян лебав муза. Оз вошла в светале мордым кужа. Оставлы вошты ащис ав дащам. Кын мина муза, гашка орчан тан, и ачис мина корщо чужанинын. Агашка ылын, не корсучта минын, и мемаз мытчев нюмдам чужамбан. Да муза сия сывыла и муза,
мы шоч да эйча, коды сылы муса, мы лыда мортлы возье щеламби. Оз шурчы шетчы, сойпала дискутна, но миваклы и сыя ыджит шуднин, мы ашер муза немче шкурщам ми. А вот как звучит на русском языке. Поэзия загадочна, как женщина. У музы не куриные крыла, не всем ее объятия обещаны, по целине тропа ее легла. За птичьими, быть может, вереницами слетит она по ясному лучу, а может, за годами многолицами я облика ее не различу. На то она и трепетная муза, что редкие достигли с ней союза, немногие взаимность обрели. Но счастье для меня в тени сомнений всю жизнь искать ее прикосновений средь милой сердцу северной земли. Данный сонет о поиске и ожидании творческого вдохновения. В первом Катрене называются ее таинственные черты, подобные манерам загадочной женщины. Второй Катрен состоит из 3 риторических вопросов о своей музе. Лирический герой в сомнениях и в смятении. Кын менам муза, гашка орчантан и ачысмены корщи чужанынын, а гашка ылын не корсучтаминын, и мема змытчив пом нюмдам чужембан. В терцете, первом терцете, 3 строфе, лирический герой уравновешен. К нему приходит понимание, что вдохновение и поэзия не всем даны. Мыйлы да мортлы, возье щелам би. Мый шоч да эйча, коды сыла муса. В сонетном ключе во 2 терцете лирический герой раскрывает понимание счастья поэта. Оно в поиске той самой музы, вдохновения, в поиске самой поэзии. Первый стих в оригинале и в переводе «Поэзия джикнытка в коджань», поэзия загадочна, как женщина, завораживает красотой и совершенством. Перевод красив и точен. Начало возвышенно, таинственно. Как только может быть таковым образ загадочной женщины. И вдруг во 2 стихе возникает образ низкого стиля. Озлысом курок бордьян, не могу поймать, озлысом курок бордьян либо в муза. Если делать буквальный перевод, необлезлым куриным крылом летает муза. Контраст очевиден. Прекрасная муза и безобразное куриное крыло. Создается саркастический эффект. В переводе этот образ сохранен, но в более мягкой, ироничной форме. У музы не куриные крыла. Во 2 Катрене перевода лирический герой, так же как в оригинале, размышляет о возможности и невозможности встречи с музой. Но эти размышления даны в повествовательной форме, поэтому нет всплеска эмоций. А в оригинале сплошь риторические вопросы. В переводе сомнения есть, смятения нет. В оригинале 5 раз повторяется слово «муза». Здесь я отметила синим цветом.
Озлысым курык борд янлыба муза, кын мина муза, да муза съесывала и муза. И последний стих. Мы асшер муза немчеж корщамми. Автор прекрасно знает, что в сонете повторы слов нежелательны. Для чего же он это делает? У нас есть предположение. Возможно, сам многократный повтор имени божественного источника, поэтического вдохновения, муза, может привлечь это вдохновение. Далее, может быть, в этом нагнетании повтором одного и того же слова также кроется самоирония лирического героя. Особенно оно чувствуется вот в этом стихе. «Да муза съесывала и муза». В переводе слова «муза» встречается всего дважды. У музы не куриные крыла, и на то она и трепетная муза. И один раз это слово награждено эпитетом «трепетная», принадлежащим к высокому стилю речи. В целом, основной образно-лексический состав в переводе воссоздан. Мы имеем в виду сейчас все произведение. В то же время мы видим, что перевод эмоционально более ровный, лишен контрастных оттенков чувств оригинала, от возвышенной загадочности до самоиронии и оттенков сарказма в оригинале, от смятения, на что указывают риторические вопросы, до смирения. Лирический герой оригинала более страстный, лирический герой перевода более философски настроенный. Далее мы переходим к следующему этапу нашего разговора, нашей лекции, рассмотрению некоторых наиболее удачных, по нашему мнению, переводов отдельных строк, образов, фрагментов, названных 3 разделов этой книги. Конечно же, мы приведем не все удачные цитаты, а несколько у Ларисы Антоновны Никольской и у Андрея Петровича Расторгуева, но при этом отметим, что подавляющее большинство переводов вот этих сонетов, конечно же, выполнено Андреем Расторгуевым. Мы прочтем, прокомментируем их, попытаемся понять, как переводчиками решается вопрос ритмической точности и образной верности. Может быть, немножечко даже подойдем к этому технологично. Попытаемся технику перевода как-то понять. Так, ну вот. Мыйтура бнаян, тундра лют даскыр. В оригинале при описании хмурого севера в начале возникает образ пурги. Пурга коварна, тураб. Затем образ тундры, тундра злая, лют даскыр. Переводчик переставила их местами, оставив на месте эпитеты, которые по контрасту синонимичны, дополняют характеристику образа севера. Коварна тундра здесь, и зол пурги налет. Если в оригинале эпитеты идут после определяемого ими существительного тураб, наян, тундра, лют даскыр, то в переводе они поставлены впереди существительного. Коварна тундра, зол пурги налет. Такая инверсия вместе с использованием краткой формы прилагательного придают описанию торжественность, высокий стиль и вместе с тем усиливают устрашающую силу северной стихии. Следующий пример. Эмвитчищенлан аслыщикаскыр. Кын пувкоть шома. Кушман вушкодь курыт.
У ожидания есть терпкий вкус, привкус трав, то кислый, как незрелая брусника, то горький, как листок полыни дикой. В данном стихотворении, если брать полностью произведение, раскрыто состояние человека в период ожидания. Удивительно тонко описаны мельчайшие нюансы в изменении эмоций человека. В переводе сравнений, которые мы здесь привели, на русский язык переводчикам верно выбранные переводы и переданы вкусовые, скажем так, качества ожидания. Ожидание кислое и горькое. И хотя в оригинале сравнение кушман вуж кодь курыд, вот отмечено красным, буквальный перевод горький, как корень редьки. В переводе передано другим сравнением, как листок полыни дикой. Но это сравнение также передает вкус той горечи, от которого словно горит во рту. Дальше приведем примеры, цитаты из стихотворений Альберта Ванеева и переводные соответствия Андрея Расторгуева. «Медоз маркын щелалеч эншияв». Перевод такой. Буквальный перевод такой будет. «Чтоб поймать глухаря, не став капкан для рябчика». Переводчик нашел довольно удачный эквивалент афористическому выражению, но при этом усилил контраст. И на матерого медведя не ставят заячий капкан. Глухарь-рябчик в оригинале – это птицы из одного семейства, фазановых. Рябчик – это самая маленькая, немного крупнее голубя птичка. Между медведем и зайцем в переводе отличия разительны и размером, и характером, и архетипичными чертами. Таким образом, в оригинале грань между образами более тонкая, требующая профессионального знания охотника. В переводе контраст очевиден всем, он утрирован. В оригинале ирония, в переводе, как нам кажется, сатира. Второй пример. Азумышащ кычтывща пармавыр. Перевод. Всегда угрюмы, словно зимний лес. Данный перевод можно считать совершенным. Выдержаны и порядок слов, и сохранение художественных средств, сравнения и эпитета. Угрюмы, словно зимний лес. Зумышащ кычтывща пармавыр. Дальше. Аму сама мой кожналы смем щелом. Живое сердце нежное от мамы. Здесь маленькая буква, так как в тексте так идет. Дословный перевод коми стиха. А милая, любимая мама подарила мне сердце. Метафорическое высказывание базируется на концептуальных образах, понятиях каждого человека. Это мама и сердце. Стих на коми и на русском языках затрагивает самые глубинные струны, рождая чувство нежности, благодарности. В переводе применена перестановка существительных предложений, своеобразная инверсия по отношению к оригиналу. Тем самым несколько изменились субъектно-объектные отношения. Мама. Слово «мама» в оригинале в начале стиха, а слово «мама» в переводе в конце стиха. Оба предложения двусоставные, но коми глагольное показывает действие,
а переводное именное действия не требует. В русском переводе пропуск глагола – это прием эллипсиса, оно отражено знаком тире, он отражен знаком тире, создает более явную и долгую паузу. Эллипсис и инверсия в переводе «сердце нежное» придают событию и речи большую торжественность и значимость. Следующий пример. «Dabei du giasmos ušlimai lumpien». В стихотворении, откуда приведена цитата, говорится о суровом, голодном детстве и самостоятельном взрослении, потребовавшем неимоверных усилий. Несмотря на все трудности, дети войны сохранили благодарность и верность родной земле. Буквальный перевод представленного коми выражения «и как куропатки спали в снегу». Это и реалия, взятая из жизни. Уставшие дети засыпали в снегу. Это и поэтический образ, связанный с северной пернатой птицей. Зимой, чтобы согреться и добыть еду, куропатки ныряют в сугробы, там они находят корешки растений и пережидают сильный ветер. Перевод получился более поэтичным и, как нам кажется, динамичным. Купались куропатками в снегу. Во-первых, вместо сравнения, которое говорит о подражании пернатой птице в оригинале, использована метафора в переводе, которая показывает полную слитность детей с птицами, словно превращение их в куропаток. Во-вторых, выражение «купались в снегу» как раз отражает уподобление движений детей движением этих птиц. Я считаю, что перевод замечательный. Ну и еще один пример. «Игулю выла кырнышан озушлащ». «На голубя он коршуном не канет». Это строчка из стихотворения «Кодачис морт вексие эскамортлы». «Кто человечен, верит человеку». Афоризм, приведенный афоризм передан точно, отсылает нас к басне Эзопа и Ла Фонтена, в различных источниках дается по-разному, «Коршуны и голуби» о войне пернатых. По сюжету басни коршуны жестоко боролись друг с другом, голуби отправили, в конце концов, послов для заключения мира. В итоге коршуны всю агрессию направили на голубей. И они были почти все уничтожены. Итак, мы подходим к завершению нашего сегодняшнего разговора о переводах сонетов Альберта Егоровича Ванеева на русский язык. Каковы же предварительные итоги? Первое. Имеются прекрасные, адекватные, художественно и стилистически верно, близко к оригиналу выполненные переводы сонетов Альберта Егоровича Ванеева. Переданы чувства лирического героя и их динамика. Это второе. Третье. Переводчиками найдены эквиваленты на уровне лексики художественных средств, например, сравнений. Четвертое. Верно передан ритмический рисунок стихов и в переводных сонетах. Воссоздан образный мир поэзии Альберта Егоровича Ванеева. Сохранены жанровые признаки и строфика сонета. Это 6-й пункт. И 7-й пункт. Трансформации касаются в основном придания более возвышенно-торжественных интонационных ноток в текст сонетов. Мы говорим о тех переводах, которые были рассмотрены нами. Мы ни в коем случае не говорим о всех переводах. Как уже я повторила в начале нашего разговора, мы в самом начале пути. И мне бы не хотелось, чтобы он закончился.
Мне хотелось бы, чтобы он продолжался, и изучение, подробное изучение произведений Альберта Ваньева и подробное изучение его переводов на русский язык, а также на другие языки. И я думаю, что впереди нас ожидают радостные открытия. До свидания. Всего хорошего.